Мухарбек Айбертович Барахуев, пожалуйста. Уважаемая Валентина Ивановна, 2020 год является годом больших юбилейных торжеств для нашего народа, для нашей республики. 250 лет назад наши предки сделали очень большой исторический выбор единения Ингушетии с Россией. Мы гордимся выбором наших предков и считаем, что мы достойны вот того завета, данного нашими предками, и соблюсти верность присяге. И хочу отметить, что в 1991 году ингушский народ опять вновь подтвердил верность нашей присяге, когда он единогласно высказал за сохранение нашего народа в составе Российской Федерации. Накануне в республике прошли большое торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею. Это торжество стало не только культурным событием, радостью для жителей республики, но и свидетельством важности вот этого исторического юбилея, исторического выбора нашего народа. Большое спасибо вам, уважаемая Валентина Ивановна, за поздравления, за теплые и добрые слова в адрес ингушского народа. Если вы позволите, хотели бы продемонстрировать небольшой ролик, посвященный этому событию. У нас скоро все сенаторы кинооператорами станут. Да, хорошо, давайте посмотрим. Это действительно очень значимое событие. Я согласна с Мухарбеком Айбертовичем, и я поручила заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Магомеду Саламовичу Умаханову от имени Совета Федерации принять участие, выступить, поздравить. Знаю, что торжества были очень такие знаковые. Еще раз и вас, сенаторов от Ингушетии, народ Ингушетии, поздравляем с этим замечательным юбилеем. Спасибо. Пожалуйста, включите ролик. Вот уже 250 лет судьба ингушей неразрывно связана с Россией. Договор о единении с Российской империей был подписан ингушскими старейшинами в марте 1770 года. Заглянуть в эту эпоху вновь в Минкультуру пригласили всех 10 октября на обновленный стадион в Сундже. Средства на празднование годовщины были выделены президентом страны из резервного фонда. Часть из них пошли на концертную программу и реставрацию стадиона Дьякова в Сундже. Так выглядел стадион до реконструкции. Его состояние можно было назвать плачевным. В последний раз ремонт здесь проводили около 60 лет назад. За это время обветшали как трибуны, так и административный блок. А таким его увидели гости концерта. Здесь изменилось практически все. Открыли мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи». 7 истребителей МиГ-29 демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Вот в одиночном полете под руководством опытного пилота самолет выполняет один из самых известных и опасных трюков – колокол. Это фигура, при которой самолет переводится в вертикальное положение, а затем полностью застывает и начинает падать. Фигура колокол! На территории стадиона было организовано подворье, где представлены работы ингушских мастеров кузнечного, гончарного и ткацкого дела. Далее театрализованное представление артистов перенесло жителей на 2,5 века назад. Солнце восходит над землей ингушей, а символ народа орел постепенно исчезает в лучах солнца. На фоне виднеются боевые башни, во главе каждой из которых стоит старейшина. Далее на сцене показана баталия конных всадников дикой дивизии. А эта сцена уже показывает, как проходил сам процесс подписания соглашения единения Ингушетии с Россией. Большой праздник подразумевает присутствие больших гостей. Поздравить жителей республики приехал и помощник полпреда в СКФО Сергей Стариков. Он зачитал поздравления от президента страны Владимира Путина. Принимают поздравления жителей Ингушетии и от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Республика Ингушетия – самый молодой субъект Российской Федерации, но ее судьба 2,5 столетия неразрывно связана с Россией. Жителей республики поздравил и глава региона Махмуд Али Калиматов. Это событие, которое разделило историю ингушей на до и после. Мы всегда будем вместе. У нас общее прошлое, в единстве наше будущее. Россия, Ингушетия неразрывны. Ура! Третий час праздника – большой концерт, на котором выступили звезды ингушской, кавказской и российской эстрады. Открыли концерт национальными песнями. Поздравить с праздником приехали такие артисты, как Сергей Волчков, Тамара Гверцетели, Патимат Кагирова и Глюкоза. Торжественное мероприятие к годовщине единения продлилось более 4 часов и завершилось около 9 вечера. Вспоминать об этом грандиозном шоу «Стрижей» актеров театра и звезд эстрады будут еще долго.
Спасибо большое. Вот мы тоже прикоснулись к этому празднику, и как будто были вы участниками. Спасибо, еще раз поздравляем.